Здорово, народ могучий! Прочитав последний комментарий фамилии Тараканова, хочу ответить. Грави, что хвостовик только на гвоздях. Вот заготовочка. Сейчас кую, процесс покажу. Вот. И выходит в результате вот таким. Вот. Смотри, вот гвоздик, вот хвостовик. Вот. И скажи мне, дорогой Тараканов, при чем тут гвоздик? На одних гвоздях говоришь, пишите. Саму суть, не зная, любите только гадить. Но гадите вы самому только. Я-то толстой кожей, мне это не впервой. Лишь бы нагадить, лишь бы что-нибудь вляпнуть. Сейчас покажу процесс, как надо делать. Смотрите. О, изначально было таким, и мы его долбим. Чем не хвостовик, а? О, между прочим, это рулетка, ребята. Порошковая сталь. Это вам не углерод, не хашка, чтобы запросто хвостовик делать. Порошковым малейшее неправильное порошковом малейшее неправильное движение или температура неправильная, то извини, трескается очень хорошо во время ковки. В том плане, что она очень капризная сталь во время ковки. Вот поэтому длинную, скажем так, 10 сантиметров хвостовика, только хвостовика, не получается. Получается, но в таком виде. Не прямая такая, правильная, вот в таком виде. Расслоится, трескается, по швам идет. Поэтому практически не получается. Лучшее, что делается, добавляем, да, действительно варим полуавтоматом гвоздик. Но основной упор придется все равно в этой части. Ну, как видите, сильненько. В этой части давлений практически нет. И при этом она забивается практически на сантиметр. Не так клеится, а вот так. Смотрите, практически сантиметр уходит еще вглубь на рукоять. Вот, уходит и ножик. Так что, а-ля тополя, кому как, но я свое мнение сказал. Всех благ вам!